Новочебоксарске после прокурорского вмешательства 4 детям-сиротам предоставлены благоустроенные квартиры. Прокуратура города Новочебоксарска провела проверку соблюдения жилищных прав 4 местных жителей, обладающих статусом лиц, оставшихся без попечения родителей. Установлено, что граждане в 2014 году были поставлены на специализированный учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. В нарушении требований закона в течение длительного времени после достижения 18-летнего возраста жилые помещения им не предоставлялись. Какого-либо иного жилья в собственности или в пользовании у них также не имелось. В целях защиты жилищных прав прокуратура города обратилась в суд с исками о понуждении органа местного самоуправления предоставить нуждающимся жилые помещения. Решениями суда требования прокуратуры удовлетворены. В настоящее время, благодаря вмешательству надзорного ведомства, сироты получили благоустроенные квартиры в новом жилом доме. У жителя города Канаш за повторное пьяное вождение в доход государства конфискован мопед. Канашской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя города Канаш. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения». Судом установлено, что подсудимый, будучи ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения и лишенным водительских прав, 3 октября 2022 года около 21 часа вновь в состоянии алкогольного опьянения управлял своим мопедом. Указанный факт подтвердило медицинское освидетельствование, проведенное после его остановки сотрудниками ГИБДД. Вину в совершенном преступлении подсудимый признал полностью. Суд с учетом обстоятельств дела, данных о личности виновного, назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. По ходатайству прокуратуры у осужденного в доход государства конфискован его мопед марки «Орион». Приговор в законную силу пока не вступил. Прокуратура Янтиковского района направила в суд уголовное дело по факту причинения тяжелых травм 4-летней девочке, полученных в результате падения в водопроводный колодец. Прокуратура Янтиковского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мастера водоснабжения ООО «Коммунальник» Янтиковского муниципального округа. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 118 Уголовного кодекса Российской Федерации, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. В конце августа 2022 года прокуратурой Янтиковского района проведена проверка по факту падения 4-летней девочки в открытый смотровой колодец водопроводной сети. Проверкой установлено, что около 17 часов 28 августа 2022 года несовершеннолетняя во время прогулки упала в колодец, укрытый металлическим листом, расположенный возле одного из жилых домов по проспекту Ленина села Янтиково. В результате падения девочка получила тяжкие телесные повреждения. Указанное стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудникам ООО «Коммунальник», который знала о проблемном колодце, но не предпринимала мер по его надлежащему укрытию или ограждению. По результатам проверки в адрес главы Янтиковского сельского поселения и руководителя обслуживающей организации прокуратуре внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Приняты меры по исключению несанкционированного доступа к инженерным сетям. Ответственные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Одновременно по данному факту правоохранительными органами инициирована процессуальная проверка, по результатам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Не согласившись с принятым решением прокуратуры района, указанное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. Материалы переданы для дополнительной проверки в СКР, где в последующем и было возбуждено и расследовано уголовное дело. В настоящее время прокуратура района, изучив уголовное дело, приняла решение о направлении его для рассмотрения по существу в Урмарский районный суд.